Телефона продавцам уникальных пылесосов, ведь он оказался хорошим покупателем. После демонстрации чудо-возможности аппарата с радостью его приобрел. Не смутила цена – 118 тысяч рублей. Как теперь вернуть эти деньги обратно за некачественную технику, непонятно. Виталий Скоредин выяснил, что новомодные пылесосы гораздо лучше вычищают кошельки клиентов, чем их квартиры. Фирма веников не вяжет только чудо-пылесосы. Примерно так начинает свой блистательный монолог специально обученные менеджеры по продажам. Схема одна и та же. Звонят потенциальным клиентам, просят прийти в квартиру и сделать уборку. Якобы проходит социологический опрос, и им очень важно, чтобы люди оценили возможности пылесоса и оставили свои отклики. Для массажа, для шлифовки автомобиля, как говорится. Я пробовал. Толку нет. Такая штука, говорят, что там 3 миллиона за разработку вот этой штучки заплатили. Насадок моря, каждый уникально. Двигатель от Porsche, дизайн от Пьера Кардена. Пылесос и впрямь выглядит необычно. Металлический корпус увесистый, а самое главное, очень громко шумит. Сильно громко работал, он объяснил это тем, что это очень большая мощность и в 40 раз мощнее, чем простой пылесос. Оказалось, он в 3 раза слабже, чем простой китайский пылесос. Геннадий теперь пылесосит только в наушниках, а от грохота просыпаются дети, причем даже соседские. Но тогда дилер очень долго рассказывал, все убирал, показывал, какие микробы и пылевые клещи оседают на специальных салфетках. Говорил, что только он сможет спасти вас от астмы. И тут же сразу берите только сегодня, завтра уже не будет. Только для вас, как для многодетной семьи, рассрочка и скидка всего 118 тысяч рублей на 15 месяцев. Я потом только начал понимать, когда уже начались вот эти проблемы с разлетанием бисера, это там песок вылетает, сколько ни пылесос, бесполезно. Я понял, что здесь идет сопротивление мешок, мощность теряется. А вот это напрямую как, ну вот пропеллер с одной трубы, с другой. Вот он дует, и он будет дуть сильно. Причем это же естественно. Закон физики, вот и все. Вот это вот называется простой наш советский такой лохотрон. Но в том-то и дело, что лохотрон непростой пылесос словно сам собой покупается. Особенно, когда дилеры пугают, что клещей вдыхают дети, и это может вызвать астму. Элементарный домашний эксперимент. Это золотой по цене пылесос даже не способен убрать бисер с ковра. Они говорили, что это препарат аппарат для тех, у кого кто заболеет. А у него, наоборот, появилась астма. Как вот на фоне того, что мы так чисто убираем в квартире этим пылесосом, вдруг откуда-то появилась астма. Семья уже заплатила больше половины суммы, теперь пытается расторгнуть договор. Пылесос уже отнесли на техническую экспертизу, где выяснилось, что он сразу по нескольким критериям не соответствует технической норме. В отделе по защите прав потребителей подготовили иск. Скоро состоится суд. Мы вообще не рекомендуем людям в таком случае приобретать какие-либо товары. Ну, во-первых, чек. Да, то ли выдадут, то ли нет. Во-вторых, цена. Когда человек идет целенаправленно по магазину, он в один зашел, цена какая-то и качество, да, то есть анализ сделал. А здесь приходит, тебе надо, и начинает целенаправленно. Вот страшилки рассказывают, в каких антисанитарных условиях мы живем. Компания «Экосистем Кузбасс», кто и занимается продажей пылесосов в Кирби, претензий не принимают. Грозят сами подать в суд из-за неуплаты за товар. А на звонки недовольных клиентов ответить некому. Начальник постоянно в командировках. Вы секретарь? Я не секретарь, я рядом что-то здесь сижу. Оператор, да? Почему сегодня? Скажите, а сегодня уже рабочий день кончил? Она уехала срочно по делам. Семья все-таки надеется вернуть себе деньги и отдать этот злополучный пылесос. Но точно одно, дилерам этой компании они ни за что теперь не дадут номера своих друзей и знакомых, потому что эти пылесосы способны засосать кого угодно вместе с их кошельками.